Сегодня я готовлю завтрак. Сегодня я дежурная по кухне. Вчера Альзира готовила кашу. Сегодня я. Вот, смотрите, купили уже свиные сосиски. Нет? Нет. Да, вот же свиные сосиски. Или это собака? Собака. Че? Нет, это хрюшка. Ладно, я не буду есть. Свиные сосиски, короче, доктор. Таиландские, сейчас мужики продегустируют. И таиландские кукейки. Знаешь, что прикол в магазине? Продается вот такая упаковка и по 2 штуки есть еще. Яйца по 2 штуки? Да. Вот еще, смотрите, доктор, купили этот на завтрак мужики. Почему-то только 2 штуки. Я попробую сделаю, если понравится, будем брать. Единоличник. Единоличник, ваша Владимир, ваша моя. А знаете что, Альберт купил себе сим-карту, а мне нет. Айда купим тебе когда психологу тренинг? Нет. Мне психологу тренинг, почему меня не купил тебе? Телефон. Представляете, Барханда вот на сим-карту алған, вот этот таиландский это имеет, а мне на сим-карту алды. А меня? А он такой говорит, а мне не моя гора, мне интернет буду раздавать. А был сыгал какие-то и юг, и мы сижу без интернета, понимаете, даже никому не могу позвонить, не выйти на связь, Инстаграм, ВКонтакте, вообще ничего не могу. В Кыргызстане точно такая ситуация была. Можно подумать, что блогер Альберт, а не я. Он же сторисы грузит меня, Паша. Ну, конечно, нужна связь. Ладно, короче, вот смотрите, еще какой-то профиль странный мужики купили. Тут сейчас откроем, посмотрим. У них все тут странное. Для нас все странное. Просто на другом языке написано то же самое. Эй, не боже, ушла, там тебе кину. Да, да, yok, куда шумно это Что это какое-то странное масло? Да у тебя все странно, оливковое. Ну ты понюхай, нифига не пахнет оливковым маслом. Говной пахнет. чуть-чуть. Говном пахнет чуть-чуть. Ладно, хоть газ у них есть. Стоп. Мой дорогой, тогда уже не баштаны, что за фигня? Да нифига сосиски, а сельмей. Вон, да, дур, сковородка, накивать, придется отваривать сосиски здесь. Хотела пожарить, но пожарить не получится, потому что ТШ этот не чистится почему-то. У них какой мощный газ. А газ у них вот такой. Вот, стоит просто баллон. Видали? И, кстати, вот у них газ в домах нету, они пользуются вот такими баллонами во всех домах. И также вот такими бочками, вот, с водой. Тоже у них центрального водоснабжения, по ходу дела, нету. Во всех домах стоят вот такие баллончики. Стриптиз-шоу! Вот, слайд, окей? Бутерброды, сосиски. Давай сосиски на нашу программу. Да, мне понравилось. Вам нравится? Вкусно, да? Из собаки топ. Для собаки топ. Нет, серьезно, что, не вкусно, да? Вкусно. Вкусно? Мне тарелки не хватило, металлонан буду кушать, доктор. Со сковородки прямо. Я что-то слишком много пожарила. Наверное, да, лишний. Еще мне дали за с салатом. Тебе не дали, ты отобрала. Я отобрала, да. У них даже яйца странные. Альберт, ты пробовал? Мне не понравилось. Это масло у них такое. Я сказала, что масло воняет. Блин. Дай мне жасминовую пюрешку на стол одну штучку. Ворота, подъезжаешь, только отсюда выходишь, доктор. Все, короче, под охраной. Просто так біреуді индірмейдер, просто так біреуді сығармайдар. Вот такие вот дела. Надеюсь, шлагбаум меня... О, спасибо. Открыли мне. Спасибо, спасибо. Кстати, доктор, забыла сказать. Millennium Park специально для моих подписчиков сделал специальное предложение. Если вдруг вы решите здесь приобрести недвижимость, вот в Бристоле парке, то по промокоду «Башкирская домохозяйка» вас ждет специальное предложение. Так что используй мой промокод. Итак, смотрите, я сегодня одела свой розовый костюмчик впервые и вышла с ним в свет. Я выгуливаю свой розовый, льняной, воздушный, совершенно не потеющий костюмчик летний. Смотрите, он какой сочненький, розовенький. Цвет просто бомба. И что самое главное, друзья, да, в нем не потеешь. Хоть будете отдыхать в Таиланде, в жарких странах, да, вот можно носить его и по городу, и на пляж можно носить. Короче, везде. Он универсальный такой костюмчик. Самое главное, это натуральная, льняная, легкая очень ткань и очень приятная телу. Вот, в самую жару, вот, прям самое то. Короче, знаете, куда мы едем? Мы едем навстречу. Как думаете, с кем? Да нифига, вы не знаете все равно с кем. С Азаматом. Ну, мой бывший Киев. Он, оказывается, здесь отдыхает со своей девушкой. Сейчас, короче, посмотрим.
на его новую девушку. Я ее ни разу не видела. А может, он еще и показывает ее в блоге, я не знаю. Бабайдар өтей. Еш тайкаларман кетіп баралар. Представляете ме? Қартайышып, сүрішіп біткендер. Изюм мағылар. Ешкіне тайкаларман жүріп аталар. Прикиньте, пляжда алашулар тұттылы. Білмеймін, конечно, олар тайкалар мекен или тайстар мекен, потому что бұнда айталар ведь, что нейдер көп. Егеттер, которые қыздар. Ну, вы меня поняли. Вот. Сейчас мы находимся в центре города, а Азамат сказал встретиться здесь. Вот приехали мы вот этот какой-то нейга, торговый домга. Да, киши, да, фигищи. Это, короче, центр города. Вот так прямо выглядит. Ну, картинка очень красивая, мне здесь нравится очень. Салем! Реально, Кайма, ничего ты похудела. Я похудела. Ничего себе. Как дела? А где твоя девушка? Поняла? Эй, не пошел, я тут интрига уже везде придем, что Азамат познакомиться с твоей девушкой здесь. А ты? Ладно, как ты познакомилась? Нет, давай познакомимся. Короче, достар, бында Айгүзел. Азаматтың нәйе келді, қызы келді. Айгүзел, очень приятно. Милауша. Спасибо. Ох ты, красивая подруга. Да, я была именно такой, да, я была. Очень рада за вас. Первый раз Айгүзел бында? Да. Ага. Гузель, очки не снимать, чтобы ее никто не узнал. У нас же Башкортостан, маленькая деревня. Все могут узнать ее. Гузель, очки снимем, нет? И что, какие у вас серьезные намерения? Как? Да. Да? Да. Ага. А что Гузель такая посмотрела? У Гузель не серьезные, что ли, намерения? Мужчина все говорит. Мужчина слышала? всё- Ага, слышала. Ладно, я рада за вас очень-очень. Че, родители же уже знакомы, да? Давно, да? Да? Родители ничего не говорят, что ты с Азаматом там типа, Гузель, не говорят, что типа, вот он был женатый, а ты с ним тут тусишь. Ничего не говорит. Так не говорят? Нет? Не, нормальный, хороший родитель. Обычно же родители так говорят, вот, разведенный, это значит что-то не то, почему он развелся. Не, все хорошо. Все Она хорошо? шикарная. А ты познакомила его с родителями? Да? Что, как восприняли Азамата? Ну, хорошо. У меня Да? тоже родители молодые, ничего. Да? Нормально, да. Айгузель қай жақтан? Уфимская. Еврей, я слышала, Бельгия. Да, родители с Бельгии. Ай, вы не болды? Туйштан и Амандина. Ага. Вот, Азамат Бельдерге падки. Это была шутка. Она уфимская. Уфимская. Не болды? Чупа-чупс. А? Чупа-чупс. Чупа-чупс? Не болды? Соя, иногда кутя. Соя? Не болды? Реально соевый пердес. Но здесь нет мяса. А? Здесь мяса нет. Мяса нет? Ну а что это такое? Соя ошағын. Бұлардың местный етағына Азамат үйреніп кете алмайды, прикинь. А я тоже не ем мясо. Вообще Я ни разу не невкусно брал. тут, бля. Не-не-не. Ашайым да мен қорққым келеді, мен больше картофельный пюре ғана, который в магазине взяла, шunu ашап тек үйреймін, бля. Наконец-то я покушаю. Вот, смотрите, Азамат мне порекомендовал какой-то каупатма, рис с курицей и с кукейчиками, как я люблю. Он говорит, Хаймбике, вот это можно, говорит, на самом деле есть. Я за каупат готов на все, даже на воровство. Сейчас попробуем каупат. Ну вот, хоть что-то похожее на нашу еду, доктор. Это единственное, что похоже на нашу еду. Прикольно, очень прикольно. Интересно, мне зеленый лук можно? Ну, бомбалами зажимаю. Итак, друзья, сегодня нам покажут домики, которые продаются. И у вас есть возможность все это увидеть своими глазами, оценить, посмотреть. И, может быть, даже приобрести. Короче, будет рум-тур. Вот, кстати, несколько домов прямо находятся возле водоема. Бассейн, вон там вот рядом бассейн. Дети купаются там целый день. Сейчас посмотрим, что за домики есть на продаже. Сейчас мы с вами находимся в Бристоль-парке. Это один из лучших комплексов с таунхаусами в Паттайе. И пройдем с вами в угловой шоурум, посмотрим, как мы получаем готовый дом, то есть свой таунхаус от застройщика. И как можно его обустроить, мебелировать.
Это вход получается, да? Да, вход у всех одинаковый, все домики абсолютно идентичны по площади, 134 квадрата. Передний двор у нас будет огорожен, когда, то есть, мы получаем на шоуруме, просто у нас этого ограждения нету. Ну, на примере других домиков мы это посмотрим. Так, сюда заходим, доктор, смотрите. Офигеть, смотрите, какая красота. Это прямо входная группа, даже нету, доктор, сразу же видите диванчик, телевизор, все тут уже обустроили. Да, от застройщика мы получаем свой таунхаус абсолютно в чистовой отделке. Белые ровные стены, кафель, полное остекление, проводка, сантехника, санузлы в кафель, сантехника, и все абсолютно готово. Здесь представлена зона кухни, а там зона отдыха. Хочу обратить внимание на такие моменты, что под лестницей делается перегородка, что сохраняет пространство для хранения. А в каждом доме у нас 3 обустроенных санузла. Первый без душа, гостевой мы его так называем, находится на 1-м этаже для удобства, так скажем, когда приходят гости, чтобы не бегали по комнатам и личным домашним санузлам. Лестница абсолютно идентичная, также идет от застройщика. На 2-м этаже у нас 3 комнаты. В шоуруме представлена одна комната как детская и одна под офис. На эти 2 комнаты у нас есть свой санузел с душем, то есть это все получаете вы готовое. Детская комната в угловом домике, также у нас 2 окна, комната получается очень светлая. Если что, с мебелировкой, встроенной техникой мы также помогаем, берем эти вопросы на себя. Вторая комната у нас представлена в виде кабинета, потому что в Таиланд очень многие переезжают, либо приезжают жить на зимовку на какой-то определенный период времени и работают дома. Поэтому для людей важно, чтобы у них дома был свой уголок, пространство, где они могут заниматься именно домашними делами. Третья комната у нас большая, мы называем ее родительская, либо мастер-рум, потому что в ней есть свой санузел вместе с душем. Здесь у нас идет окно, достаточно светлая тоже комната с видом на территорию. Вид, конечно, зависит от расположения домика, но в любом случае, здесь какой бы домик ни взяли, везде вид шикарный. Встроенная мебель, также большая кровать, есть небольшой балкончик. Офигительная для любителей комната, выйти посидеть в своем домике. Да, вообще шикардос. И свой санузел, да? Да, и дополнительный санузел, почему мы называем данную комнату родительской, потому что там детки, работа, так скажем, и в своей комнате есть свой санузел с душем. О, вот, это мечта каждой женщины. Получается целый дом по цене однокомнатной квартиры. Ага, действительно целый дом по цене однокомнатной квартиры, да еще где? В Таиланде, возле берега, прикиньте. Если мы рассматриваем приобретение со своим придомовым участком, то нет никаких абсолютно ограничений по благоустройству. Вы можете сделать какой-то сад, барбекю, то есть как хотите благоустроить, либо же там задний двор многие достраивают в площадь дома. Это тоже абсолютно законно, то есть нет никаких ограничений. Своей придомовой территорией вы распоряжаетесь как душе угодно, чтобы было комфортно именно вам. Это что, типа мангал, что ли, получается? Горячо? Горячо, так. Рассрочка или беспроцентная? Беспроцентная рассрочка, доктор. И сколько Это получается? получается меньше 5 миллионов рублей, там 4 800 примерно, Вот. и можно заселяться уже в свой дом. Прикиньте, короче, меньше 5 миллионов оплачиваете, заселяетесь, живете или можете сдавать, доктор. Я же говорю, тут, кстати, многие в этом поселке сдают. Вот у нас соседи, только сколько человек, они снимают это. Такие вот В домики. аренду кто рассматривает именно для приобретения с целью инвестирования, да, получения доходности от аренды, смело на 7% годовых на доходность можно рассчитывать. В принципе, не обязательно даже прилетать. Мы на дистанции создаем группу, где согласовываем там мебель, технику и так далее, обустраиваем дом. Также дистанционно подписываем контракт, так как у нас компания официальная, то есть мы работаем официально. Короче, доктор, здесь Бристоль Парк есть также свой фитнес. Пойдемте, я вам покажу. Он открыт круглые сутки. Самое главное, вот этот ключ иметь. Он есть у каждого человека. Заходите, кстати, я думала, как тут люди фитнесом занимаются, оказывается, тут есть кондиционер. Смотрите, какой большой зал, доктор. Все тренажеры здесь есть. И самое главное, здесь работает кондиционер. Смотрите, какие мощные тренажеры. Обалдеть. Бассейн. Прикиньте, и представляете, смотрите, какая прозрачная, чистая вода. И есть также маленький детский бассейн. И, доктор, пойдемте со мной, смотрите, сразу же под мостиком есть пруд. Здесь
плавают черные лебеди. Вот такая вот красота. Вообще очень красивый, закрытый комплекс Духтар. Тут дети допоздна, прикиньте, я в тот раз в 11:30 ходила. 11:30 ночи банда учили, без родителей. Ну, короче, без родителей тут бесхозных детей очень много. Потому что родители где-то тусят, банда спокойно оставляет своих детей, а они сами по себе ходят. Ну, потому что закрыта охрана, bütün yerde камералар тұрады. Прикиньте, шуға рахаттар балалар не берелер. О, доктор, Ляйсан келіп өткен бында кірпік өтірісі из Казани, который сама из Гахурийского района Башқұртстан таштап Қазанға яшерге кеткен. Почему сначала вопрос зададим? Почему? Ну, эш жоқ, прям так. Қайда, Башқұртстанда еш жоқ, что ли? Башқұртстанда кірпік өттірмелер. Қасырға болдым, екінші елге. Вот дай. Неше Башқұртстаннан Қазанға көстер? Сначала ответьте на этот вопрос. Мен стәл-тамақ, вот так близко. Почему? Яқын, Мен вообще стәл-тамақта оқыным. Поварға, и потом решила переехать. Менің апайым как раз Сақырғайны, Татарияға. И вот я поехала. Татарстан түрі сөйтір керек. Башқұртстан, Татарстан деп сөйтер керек, а не Татария и Башкирия, между прочим. Идея бердік тәуідай. Хадыр Ляйсан уже задумывается вообще бұнда көсіп келерге, яшерге открыть салон кирпиков. Представляете, и здесь будет всем, бұнда урыстар вообще купеш, тем более, мынау поселок-то ғана достар, это вообще, айтам, весь поселок-то, весь яшейдер, урыс башқұрттар, татардар яшейдер, представляете, мы закупили бұнда домиктар, и бұнда асырға үйрдер ударның свой салон. И мына Ляйсан хадыр начала думать, может быть, и киллерга. Ей, между прочим, идея очень понравилась, да, Ляйсан? Да, прикольно. Народу много, и прайс большой. Прайс, вот это да, прайс. Мы когда узнали, Ляйсан сразу же захотела сюда переехать. Такая думает, и не большой, здесь же можно зашибать на кирпиках-то еще дофигища денег, чем вообще Татарстан, да, намного больше. Если, прикиньте, если она там наращивает на 2000 рублей кирпики, да, а тут может наращивать, купите на 8 тысяч, и няңдың башы, прикиньте. Вот так вот, Духтар. Так что здесь и свой салон красоты, свой бассейн, магазин, Бадар Эргеля, Океан Эргеля. Короче говоря, Ляйсан все, переезжает. А чё? А откуда ты знаешь? Вот так келеріңді, асырыңды. Ешіңәлі, балаларың yok. Надо вот начинать сейчас, понимаешь, да? А это не смешно, между прочим, Ляйсан. Не смешно. Это, между прочим, знаешь, как время летит? Не оглянуться не успеешь, и будешь, как я, без зубов, 45-летняя баба-ягодка опять. Мы находимся на 60-м этаже. Короче, какой-то высотки. И смотрите, какой вид тут открывается. Офигенно, бомбический просто. Я же впервые такое вижу. Это просто очень красиво. Да. Мега круто. Вот так вот, да. Бұндай неме көргенім yok ойнайды, достар. Вот тут бассейн, все ребята, да, а сзади вот открывается вообще очень шикарный вид. И прямо вот, прикиньте, город весь на ладони. Просто обалдеть. Просто изумительное место. Альберт тут рыбу присмотрел. Сразу же к рыбе. Альберт! О, давай рыбу ешь. Только какую взять? Я не знаю, какую взять. Короче, мы пришли на какое-то странное место, Духтар. Тут какая-то площадь, вот здесь все сидят и едят. Вот, огромнейшая. Вон туда дальше до конца надо идти. Это вроде какой-то рынок, говорят. Одежда продается, продукты продаются. Несколько рядов. Народу, да, офигище вообще, море народу. Даже одежду на той стороне продают, оказывается. И еще прямо на рынке, вот, шелковая, маникюр. Прямо здесь, прямо на рынке. Представляете, еще и прически делают здесь же. Вот такой вот рыночек большой, да. И массаж делают, это делают брови, делают прически. И еще маникюр-педикюр. Пельмешки из лосося. Ракушки какие-то с чем-то. О, офигеть, короче. Даже параграф. Осьминог. Ай, вот звездочка какая-то готовая.
Именно юг, достар, обалдеть. И вот такие вот овощи на палочках вот так. Вам махом пожарят прямо на месте. Видали? Вот. Так вот, смотрите, очень интересно таких вот баночках продают фрукты. Здесь параллельно едят все. Короче, народу дофигища. Здесь вот, короче, очень атмосферно, прикольно, короче, очень прикольно. Тут вообще кошмар, конечно же. Тут абсолютно все продают. Такое я вообще впервые вижу, чтобы прямо на рынке продавали продукты, там же готовили, и сразу же люди покупали, и сразу сидели, и здесь же на месте ели. Я взял рыбу, не знаю, как называется. Но похоже на нашу карпа, что ли. Черт его знает. Плохо. Ох ты, ё-моё. Написано, что это сибас, но это не сибас. Сибас, потому что я кушал, я знаю, что какая-то рыба. Ну, вкусный мой? Соленый. Соленый? Угу. Это криво, что ли? Да, ну вареный. Ну вкусно. Вкусно, вкусно. Я говорю, так воняет ваша рыба. Прямо хот-хогля, прям, я не знаю. Приятно аппетитно. Очень противно пахнет здесь, я не знаю. Мне вообще, меня тошнит от этих запахов. Я не знаю, короче, в Таиланде я ничего не могу ни есть, ни пить. Я, наверное, еще хуже отсюда похудею. Меня даже запахи здесь раздражают. Здесь какой-то специфические запахи. Вот так вот. Я, знаете, ребята, что поняла? Тут кто приезжает? Большинство людей. Извращенистов. Значит, қайда қарама білем, бабайдар еш қайқалар манеридер. Или тайстар манеридер. Какие-то бітәлі озабоченные манеридер. Даже инвалидные коляскалар жүріп аталар өте. И еш деген тайс қайқалар манеридер. Это вообще ужас. В торговом центре я их много видела. Вообще. Да, рай для этих. Ну, блин, бабайдар, какого черта, блин? У нас же уже ничего не получается бесплатно. Бабайдар вообще, конечно, в шоке. Я бұлар, бля, креслолар кетіп баралар. Че у них там, я не знаю. Еще әлемі ойдап кетіп баралар, креслоларын. Мен шулап тұрмын просто-напросто.